Друзья, всех приветствую на нашем канале. Политгараж всегда с вами. Природа смилостивилась над нами. Пролился ливень. Очень хороший ливень. Прямо пролил всю землю. Я надеюсь, что погасил все пожары в тайге. Хотя бы в нашем Мирнинском районе это наверняка точно. Потому что не чувствуется запах дыма, гари. Горизонт чистый. Тучи все еще висят над нашим городом. Я думаю, что дождь будет продолжаться, судя по этим тучкам. Если, конечно, эта жара не разгонит их. Вот. Хотелось бы, чтобы еще пару деньков дождь полил по всей Якутии. Пролил всю тайгу как следует, чтобы урожай был хороший. Сейчас ведь как раз цветение всего и всея в тайге. Я думаю, что брусника, голубица, голубика, все должно быть в этом году в полном урожае. А мы едем дальше. У нас рабочий день, хоть и суббота. Дорогие мои друзья, подписчики, а также гости нашего канала, открываем новую рубрику. Вот подсказали мне мои подписчики, друзья, одноклассники, что можно такую рубрику открыть. Это, ну, типа домашнее хозяйство наших подписчиков. Ну вот, присылайте короткие ролики, я внизу оставлю свою почту. Смотрите, там внизу мелким шрифтом будет написана моя электронная почта. Можете присылать туда свои короткие ролики. И вот первая ласточка, так сказать, вам вот выкладываю небольшой ролик моего друга, одноклассника Андрея. Все, кто его знает, ему огромный привет от него, вам всем. И я вам обязательно от вас передаю ему тоже привет. Андрюха, держись там, смотри своих курочек. Вперед! Вот курятник полностью сдан в эксплуатацию. Поилка, обогреватель, окошечко, курочки, сетка, чтобы какашки сквозь сетку падали, и курочки какашку не наступали. Купальня, обогреватель, температура в курятнике. Там у нас шкарлупки, ракушка, там арестантка поклеванная, в гнездах курочки сидят, тут молодочка вон сидит. Вот такая чепушилочка. Это похоже Дипалдина. И тут еще два, не знаю. Как-то так. Вот еще один. Говорят, они страшные, усачи, все грызут, кусают. Давай, лети. Надо будет маленько поснимать дорогу хотя бы, а то я уже за все время, как в Новосибирска приехали, лес не снимал настоящий. Вот здесь карьер откуда-то, туда возят щебенку. Переезд через мост тоже
Земля Олонхо. Наверное, поэтому здесь и эти празднуют праздники, эти как все, въезжаем на землю Олонхо. Проезд, конечно же, закрыт туда, на Чонолыр базу, поэтому машину оставляем здесь, наверху, и идем пешком. База Чонолыр находится на реке. Здесь большой залив. И, в общем-то, называют озером. Запах, конечно, шикарный. Вообще просто в лесу такое чувство, что как будто вот кислорода здесь раз в 30 больше, чем в городе. Люди подъезжают потихоньку. А оводов тут нифига. Сейчас только остановись, они, блин, всего облепят. Народ сегодня, да, действительно практически нет. И либо все уже просто уехали, когда начали двигаться сюда тучи. А мы приехали загорать. Слушай, вот раздевалка есть даже. А мы переживали, что придется в полотенцах переодеваться. Зашибись. Даже вон есть помост такой для прыжков в воду. О, yes. Зашибись. Надо где-нибудь тут примоститься. Ну, где-нибудь здесь.
если мне память не изменяет, по-моему, в 2019 году был построен этот комплекс, этнографический комплекс «Земля Ланхо». Вот такие ступени здесь. Здесь праздновали праздник, национальный праздник якутский Олонхо. Ланхо, причем тут Ланхо? Исаах, конечно же, господи. Вот такими интересные, такие различные сооружения, ступени, скамейки по кругу здесь идут. Вот там, вот смотрите, какие эти трибуны для зрителей, для гостей приглашенных. Здесь, конечно, все сейчас травкой поросло, но в принципе она и была вся такая травянистая земля, никто ее не косил. Такая вот сцена. Здесь проходили танцы народов мира. Пробежался немножко, аж запыхался. Вот там такие юрты, видите, вот там раз, два, по-моему, там сзади, вон там тоже, за трибунами тоже такие юрты там должны быть. Там располагались различные выставки в этих юртах, национальные различные, там костюмы, просто одежда, предметы быта и так далее. Смотрите, как здесь такие гравировки такие имеются. Мирный Алроса, Сальдюкар, Тасюрях, Алмазный, Ченшевский, Полярный, Айхал, Светлый. Города Якутии, Мирнинского района, конечно же, сначала. В принципе, и все, да? Здесь вот такие красивые, интересные узоры. Очень все это красиво, конечно, художники все это нарисовали, вырезали, можно сказать, из дерева. В общем, красиво, конечно, все сделано, очень эпично выглядит такой комплекс. Таких комплексов я видел мало, но в принципе Сунтар, Нюрба, Якутск обязательно, конечно, и в некоторых селах Якутии они также присутствуют. Даже трибуны, они как-то необычно так сделаны, не как для спортивных мероприятий, да, а именно вот в каком-то якутском национальном таком стиле. Вот смотрите, там дальше тоже целый комплекс юрт. А там проходили выставки достижений народного хозяйства, да. Каждый поселок, вот смотрите, вот там Алмазный. Вот вижу только надпись Алмазный, больше никого не вижу. Но, видимо, это их выставка была. Возможно, они там свою кухню представляли. Национальную одежду. Может быть, там какие-то вышивки, какие-то чороны. В общем, интересно было бы посмотреть, конечно. Ну, блин, отменили праздники все. В этом году тоже Исаах проходил дистанционно. Здесь какие-то сохранились плиты. Не знаю, из чего это. Смотрите они. Это резина, асфальтовая крошка. Ну, крошка резиновая. Она с асфальтом перемешана, из нее получаются вот такие замечательные не скользкие панели. А здесь вот прям как будто рынок небольшой, что ли. Ну и скорее всего здесь просто тоже некоторые районы, поселки, города приезжали, выставляли свою продукцию, свои, так сказать, достижения. И я думаю, что это так и происходило.
Я думаю, что если, кстати, субботник в этом году администрация устраивала, они проводили уборку всей этой территории. Мусора я нигде не наблюдаю. Да, в принципе, люди здесь мало и ходят, но все равно. Вот такие деревянные настилы, вот там слева и вот здесь вот по правой стороне. Также, видимо, здесь проходили. Здесь располагались гости, возможно, ставили свои шатры, палатки. Даже вот сохранились здесь, смотрите, умывальники, какие-то противопожарный щит с лопатой. Интересно, вода есть? Нет, воды нету. Здесь подключение к электроэнергии здесь было даже. Не знаю откуда. Вот даже здесь вот в лесу вот видны какие-то сооружения. Но здесь все позарастало, ничего не видно. Но вот здесь к электричеству, скорее всего, подключены там на набережной имеются у нас в этом году различные вот такие батуты, там надувные всякие штуковины. И вот к ним провода подключены, они идут туда. Палатки, конечно, вот такие вот еще. Каркасы остались. Я думаю, если в следующем году ИСАХ будет, то обязательно будет все здесь восстановлено. Я так думаю. Даже вот такие, видите, здесь вход не простой, а именно вот такие вот резные в национальном стиле. Арки. Молодцы, конечно, очень все это эпично, очень красиво все. Чувствуется, что подошли с размахом к празднованию праздника ИСАХ. Один из самых крупных сооружений по Якутии. Солнышко выглянуло, прямо радует, чувствуется, сразу стало тепло. Друзья мои, я искупался сегодня 3 раза, даже не было солнца, но плевать. Потому что на юг, наверное, скорее всего, в этом году мы не попадем. А так хочется, но вот оно наше, вот он наш юг, вот она наша природа. Стоит только остановиться, и вода сразу просто тебя облепляет, поэтому я иду очень быстро, стараюсь не задерживаться. Поход на этот землю Лонхо мне обошелся как минимум 5 укусами овода. Я, конечно, от них отбивался, отмахивался, но ветер слабоватый там и их не сдувает. Все, пойдем сейчас еще маленько позагораем. Можно будет ехать домой.